Так, пока вы работаете, я, значит, постараюсь вам чуть-чуть как подсобить тем своим рассказом. Расскажу я очень интересную, ну, это не сказка, я считаю, что это быль, про мастеров, которые строили башню. У нас в нахском народе были очень умельцы, такие, которые умели строить башни, и вот этот рассказ про них. Жил-был в одном горном ущелье, назовем аул Баулой, один мастер по имени Адам. И был у него сын Хизир. И вот, значит, сын вырос, и они, значит, получили заказ, пригласили их в ряд стоящего ущелья. Там у нас князей не было, князь такой, Хердо назовем его, пригласил его Хердо, чтобы он построил башню. И вот, значит, прежде чем пойти на работу в дальние края, отец, значит, решил поженить своего сына. Привел, значит, жену, вся процедура закончилась, все нормально, и вот после этой процедуры, значит, отец с сыном вышли в дорогу к заказчику. И отец в дороге говорит: сын мой, говорит, дай мне коня. Да, он говорит, откуда я тебе дам коня? У нас же вообще нет лошадей, мы же пешком идем. Ладно, говорит, давай, говорит, возвращаемся, говорит, не получится у нас работа, говорит. Сын очень удивленно, не поймет, в чем дело. Приехали они домой, и нашел он какую-нибудь причину, взял и развел сына с женой. Хизир, конечно, не понял, в чем дело. Взял, женил его второй раз. Опять процедура женитьбы закончилась. И сын, и Адам с своим сыном опять собрались в путь, в дорогу к своему заказчику. Ну и в дороге он говорит опять: дай мне коня, говорит, и сократи мне дорогу, если... Говорит, отец, говорит, откуда коня я тебе дам? И как я тебе дорогу сокрашу-то? Он говорит, ладно, говорит, опять у нас не получится, говорит, ничего. Вот, возвращаемся, говорит. Вернулся домой. Сын не поймет, в чем дело. Взял, развел его опять с женой. Женил его третий раз. И потом, значит, когда он привел жену, третью жену, значит, звали Мелказни, и как-то взял, Хизир рассказал своей жене, что отец несколько раз, мол, вернул их обратно, а жена спрашивает, а в чем дело, говорит, почему вообще с женами он развел тебя, в чем дело, говорит, что-то в дороге случилось, что ли, говорит. Да нет, говорит, ничего не случилось, говорит, мы идем, говорит, он говорит, дай коня мне, говорит, а откуда я ему коня дам, когда у нас вообще нет лошадей. Потом, говорит, второй раз он сказал, вообще, говорит, сократи мне дорогу, а как я дорогу ему сокрашу? И Мелгазин догадалась, в чем дело, и она говорит, а ты знаешь, говорит, сделай так, говорит, когда он тебя попросит очередной раз коня, ты, говорит, быстро, говорит, сделай ему хорошую тросточку, как ас, и подай ему это, говорит. А когда он тебе скажет, сократи мне дорогу, ты какие-нибудь рассказы рассказывай ему, анекдоты рассказывай, былицы там разные, и вот дорога сократится. Ах ты, говорит, хорошо, говорит, я так и поступлю, говорит. И вот в очередной раз, когда они, значит, собрались в путь-дорогу, отец говорит сыну, сын, дай мне коня, говорит. А, говорит, сейчас, подожди, да, говорит, я быстро побежал. Хизир, значит,
в лесополосу, взял там, сделал хороший трост и подал, говорит, о, говорит, спасибо большое, говорит, это хорошая вещь, говорит. А ты, может, еще дорогу мне сократишь, говорит. И, значит, Хизр говорит, постараюсь, да, говорит, постараюсь. И вот начал ему там разные рассказы рассказывать, там анекдоты. И, естественно, и отец тогда говорит своему сыну, да, говорит, теперь мы можем, говорит, спокойной душой поехать к своему заказчику и построить ему очередную башню. Говорит. Доехали, значит, приехали, как говорится, строили башню, у них, значит, была договоренность такая с князем, что он после каждого этажа будет им оплачивать работу. Но после того, как они закончили этаж, хитрый хозяин, князь, решил их обмануть и говорит, говорит, у меня там какая-то сделка не совершилась, там деньги пока не получил, на руках ничего нет, ни копейки. Говорит, давай, ты, говорит, все-таки башню же мы делаем, после второго этажа я за первый, за второй этаж отдам. Ну, хорошо, ладно, говорит, договорились, пошли они, значит, дальше. Строили после второго этажа тоже, значит. Князь опять поет свою песню, деньги не отдает, обещает, что после того, как они закончат третий этаж, обязательно отдаст им деньги. Но доверчивые работники построили третий этаж, после третьего этажа опять князь не рассчитался с ними ни за первый, ни за второй, ни за третий этаж. Тогда Адам, значит, задумал свою хитрость. Взял один угол, сделал кривой. И когда строит пятый этаж уже, хозяин говорит, говорит, вы что, говорит, в четвертом этаже, говорит, там же это угол, видите, кривой, говорит, взяли, говорит, вот сделали туда-сюда, ох ты, говорит, Адам, говорит, извини, да он, уважаем, говорит, не заметил, ох ты, теперь почти этаж закончен, из-за этого угла разбирать его нецелесообразно. Ну, дело в том, что для таких случаев у меня, значит, есть определенные инструменты, вот бы нам бы их привезти. А что это, говорит? Да у меня дома, говорит, такой станок есть, говорит, я его выставляю, говорит, и этим точу, и вытачиваю, убираю, говорит, вот эти кривизну, говорит. Кого-нибудь пошли за станком. Проблем нет, хорошо, говорит, сейчас я, говорит, сына своего пошлю со слугами, и они, значит, привезут этот станок. Хорошо, говорит, большое спасибо, но дело одно, надо было весточку передать на словах. Может, кто-нибудь передаст, и говорит, нет, конечно, давай, говорит, говори, что, кстати. Да дело в том, что, говорит, я дома, хобби у меня, говорит, держу орла, вот, выпускаю его, кормлю его, вот. Вот я хотел, чтобы они, сноха, может, там не сумеет за ним ухаживать как надо. Пусть они этого орла моего закроют в клетку и не выпускают, пока мы не приедем. Мы сами потом его отпустим. Ну, пусть хорошо кормит там, ухаживает за ним как надо. Ну, из клетки пусть не выпускает, пока мы не приедем. А барашек, кстати, говорит, пусть на все 4 стороны, говорит, выпустит там. У меня барашки там еще в сенях, говорит, я забыл их. Выпустит, пусть выпустит, говорит, на все 4 стороны, они сами там домой придут и так далее. Ну хорошо, говорит, эту весточку мы передадим. Уехали, прибыли, значит, аул баулой. Мель-Газни их встретила, узнала, как Адам с Хизром поживает и так далее, и с каким, мол, они весточкой пришли ему. И сын, конечно, рассказал им. Так, говорит, когда они строили, говорит, башня почти заканчивается, говорит, 5-й этаж доделывают.
И сейчас крышу только осталось сделать. А на 4-м этаже они взяли, говорит, угол кривой сделали. И не заметили. Говорит. Отец этот заметил, говорит. И вот они, говорят, прислали нас за станком, чтобы выровнять этот угол. Говорит, ну хорошо, это мы сделаем. А больше ничего не передали? Говорит, да, говорит, про какого-то орла он говорил, какие-то барашки. А что надо было, говорит, с орлом сделать? Говорит, ты не сумеешь, говорит, за ним ухаживать, говорит, в смысле, как орла сказали, закрыть тебе в клетке, кормить его хорошо, там, ухаживать за ними, ну, из клетки, говорит, не выпускать. Они сами приедут, говорит, выпустят его на волю, говорит. А то он может и не вернуться, и так далее, там, так далее. А барашек, говорит, вообще, говорит, на все 4 стороны отпусти, вот такую весточку передали. Ну хорошо, все, я поняла, говорит, спасибо. Она, значит, поставила им обед там, положила, вы пока покушайте, я сейчас быстренько все, станок подготовлю вам, и вы в дорогу обратно пойдете. Она пошла, значит, позвала родственников и объяснила им, что надо делать. Они, значит, взяли сына князя, закрыли в клетку, а слуг отпустили и сказали, как вот приедут наши люди, мы твоего сына тоже отпустим. Они приехали, князь понял, что его обман не прошел, что Адам с Хизром оказались умные, расплатился с ними, приехали домой, и они взяли, выпустили сына князя тоже. Вот такая была у них сноха Мелк-Азни. Это говорит о чем? Это говорит о том, что если у тебя дома, значит, сноха или мать умная, значит, можно идти, как говорится, в далекие края, на работу, там, в поход и тому подобное. Когда у тебя тыл сильный, умный, ничего тебе не грозит. Ну что, хорошую я вам рассказал сказку? Да. Ну давайте, работаем дальше.